Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня мы продолжаем лекцию, посвященную русской литературе 1970-х годов. Поговорим о взаимосвязи литературы и театра в эти годы, потому что речь пойдет об авторах, которые были тесно связаны с развитием театральной культуры. Сначала я расскажу немножечко о том, как театр в эти годы развивался, и я остановлюсь отдельно на драматургии Александра Вампилова и поэзии Владимира Высоцкого. Творчество этих писателей, драматурга и поэта, тесно связано с развитием театра 60-х, 70-х годов XX века. Конечно, и другие писатели были связаны с кинематографом, с театром, но вот эти авторы занимают особое место в художественном процессе этих лет. Их художественные открытия действительно играли очень большую роль. Их творчество и в литературе, и в театральной жизни действительно было у всех на слуху, и даже если Александр Вампилов ушел рано, тем не менее его пьесы шли уже в 70-е годы по многим сценическим площадкам страны. Не говоря уже об авторских песнях Владимира Высоцкого и его театральных ролях, потому что действительно духовная, нравственная атмосфера этого времени, она очень была насыщенной и отражалась в творчестве этих писателей, которые уже переоценивали ценности предыдущего периода, оттепельного. В 70-е годы как никогда возросло воздействие литературы и искусства, театра, прежде всего, кинематографа, на внутренний мир человека. И значение творчества этих двух художников трудно переоценить. В них действительно отразились напрасные ожидания перемен шестидесятников, разочарование от крушения надежд, да и следующее поколение после оттепельное тоже испытывало это разочарование, крушение иллюзий. И на передний план художники выдвигали уже не острые социальные проблемы, а проблемы экзистенциального характера, поскольку абсурд социальный, он возводился к абсурду такому, что ли, вечному, абсурду человеческого существования. Особенностью еще творчества после оттепельных лет заключается в этом карнавальном смехе, гротеске, поэтому широко развивались лицедейство и игровая эстетика. В русском театре 70-х годов происходило формирование новой театральной эстетики. Да, это было действительно следствие этой социальной атмосферы. И формирование этой эстетики происходило очень ярко, интенсивно в театрах Ленинграда и Москвы. Лучшими из этих театров были Большой драматический театр имени Горького в Ленинграде, где художественным руководителем с 1956 года являлся Георгий Товстоногов. В Москве это театр «Современник», новый театр, который открылся в 1958 году под руководством Олега Ефремова. Но, пожалуй, самым громким российским театром 70-х, 80-х годов был Московский театр драмы и комедии на Таганке. Его режиссер Юрий Любимов своими экспериментальными спектаклями действительно был в первом ряду талантливых
театральных режиссеров. Их можно тоже перечислять, не так уж и много их было, но это все были знаменитые режиссеры. Но вот Юрий Любимов был действительно со своим театром очень популярным. А актеры, такие как Алла Демидова, Николай Губенко, Валерий Золотухин, Леонид Филатов, Вениамин Смехов и, конечно же, Владимир Высоцкий становились кумирами нескольких поколений зрителей. Особую роль в современном русском театре играл Александр Вампилов. Несмотря на свою короткую 35-летнюю жизнь, он создал свой особый театр, свою особую театральную эстетику, которая действительно в 70-е годы и позже обрела своих последователей и восхищает и сегодня наших уже современных зрителей. Родился Александр Вампилов в 1937 году в Аларском районе Иркутской области. Отец его, бурят, педагог, учитель литературы, был репрессирован сразу после рождения младшего сына. В 1938 году был расстрелян. Воспитывала его мать Анастасия Прокопьевна Копылова, учитель математики. Она осталась с 4 детьми после смерти мужа. Кстати, Александре Прокопьевне Копыловой посвятил Распутин свой рассказ, известный рассказ «Уроки французского». Как раз он писал в годы после смерти, трагической смерти Александра Вампилова. Как вы знаете, за 2 дня до своего 35-летия лодка, в которой он плыл со своим другом, наткнулась на топляк, бревно и затонула. Александр плыл к берегу и уже практически доплыл, но сердце от переохлаждения остановилось. Это действительно была трагическая случайность, но страна потеряла талантливого драматурга. Такие драматурги вообще рождаются, может быть, раз в несколько десятилетий. Учился он в Иркутском университете на филологическом факультете с 1955 года. По окончании работал журналистом в газете «Советская молодежь». Первый рассказ «Персидская сирень» он опубликовал в 1957 году под псевдонимом Санин, А. Санин. И первый сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств» вышел в 1961 году. Затем он пишет одноактные пьесы, достаточно яркие. И как рассказы, эти одноактные пьесы уже говорили о том, насколько талантлив их автор уже в этих ранних своих вещах. Угадывался этот талант будущего драматурга, умение строить диалог, передавать особенности речи персонажей, создавать комический эффект, изображать человека в экстремальной пороговой ситуации. Первая пьеса «Прощание в июне», такая вот многоактная пьеса, написана в 1964 году. Поставлена она в 1966 году впервые в Клайпедском драматическом театре. В 1970 году она будет идти в 8 театрах страны, но только не в московских театрах. Там уже они пойдут после смерти драматурга. Это вот как бы перечисление каких-то важных событий по годам. 65-й год написана комедия «Старшая сцена», 68-й «Утиная охота». Работа над ней продолжалась до 1971 года. Тогда же в 1971 году и закончена была в 1972 году пьеса «Прошлым летом» в Чулимске. Это уже полнометражные такие пьесы. Тот синтез, да, то единство драматургии Вампилова, которое исследователи называют особым театром драматурга. Ну вот здесь недалеко от Листвянки поставлен памятный камень на месте гибели Александра Вампилова, на том самом месте, где Ангара вытекает из Байкала. В Иркутске тоже поставлен памятник
драматургу. Он стоит на центральной улице в таком вот пиджаке, кудрявый. И, конечно же, город Иркутск, насколько я знаю, называют городом двух писателей современных. Это город Вампилова и Распутина. Еще один памятник Вампилову стоит во дворе театра под управлением Табакова, знаменитая табакерка. Здесь он стоит в такой компании драматургов старшего поколения. Это Алексей Рабузов справа и слева Виктор Розов. Такую дань отдали актеры и, прежде всего, руководитель театра Табаков, который просто несколько лет мечтал о таком памятнике, и, наконец, он был поставлен. Олег Табаков считал, что эти три драматурга действительно достояние эпохи, времени, страны. И вот замечательная такая группа драматургов стоит во дворе театра. Ну, любимый жанр драматурга – это трагикомедия. То есть, да, он писал комедии, но такие комедии, в которых были серьезные драматические коллизии. Очень часто он использовал анекдотические положения. Так, у него есть две одноактные комедии, которые он назвал «Провинциальные анекдоты». И вообще анекдотические положения, они во всех пьесах присутствуют. Главный конфликт в его драматургии – это нравственный выбор героя. Молодого человека, очень талантливого, удачливого, его любят друзья, девушки. Но этот человек склонен к конформизму. Он постоянно должен делать выбор, очень часто компромиссный. И в этом смысле Вампилов предвосхитил московские повести Юрия Трифонова, где конформисты действительно идут на обмен между нравственностью и ситуацией, которая далека от нравственности. Первая пьеса «Прощание в июне» как раз и ставит эту проблему. Главный герой, студент Колесов, должен выбрать между любовью к дочери ректора и успешным окончанием вуза. И идет такой вот мотив торгов, где ректор, отец Тани, возлюбленной Колесова, действительно требует от героя, такого хулигана, чтобы он отстал от его дочери, и только тогда ему вручат диплом об окончании вуза. А он мечтает о научной карьере, он хочет выращивать альпийскую траву. Очень интересно, что вот эти слова «торговать», «покупать», «платить», «продавать», вот эти слова ну, как бы обозначающие лексику торговли, ярмарки, она пронизывает еще и образную структуру. Есть герой со значащей фамилией такой Золотуев, который считает, что любого человека можно купить. И если даже невозможно, то значит мало денег предложили. И вот это вот тип молодого героя, человека, который как бы готов к тому, чтобы пойти на компромисс, он обменивает любовь на диплом. Такой герой действительно типичен для драматурга. Это герой такой вот, как бы, который испытывает борьбу между идеалами юности и вот тем здравомыслием, которое требует от него окружающие. Пьеса заканчивается тем, что Колесов встречается с Таней, и в одном варианте он полностью отказывается от любимой девушки, а есть еще варианты, где он рвет диплом, тем самым утверждая, что
выбор им сделан правильный. Ну, то есть это прямолинейный, конечно, финал, он немножко смягчает саму ситуацию в ранней драме Вампилова. Но уже здесь мы видим последовательно реализуемую параллель. Весь мир – театр. Герои примеряют на себя разные роли, лицедействуют, и бытовые сцены поднимаются до вот этой вот формулы «весь мир – театр», до драмы такого бытийного, экзистенциального характера. Чеховская традиция во всех этих пьесах может быть сформулирована как трагизм повседневности. Вспомните, как у Чехова люди пьют чай, разговаривают, только разговаривают, а в это время рушатся или складываются их судьбы. Следующая пьеса «Старший сын», где главный герой Бусыгин объявляет себя анекдотически совершенно незаконно рожденным сыном Сарафанова. Сарафанов верит ему, потому что это такой вот человек, который верит каждому слову. И Бусыгин как раз попадает в семью Сарафанова, они вместе с другом опаздывают на электричку, им нужно погреться где-то, пережить ночь. И случайно встреченный ими Сарафанов таким образом попадает вот в такую интригу, где герой надевает на себя маску блудного сына. И остальные герои тоже играют роли, маски. Приятель Сильва – это роль шута, Макарская играет роль роковой женщины, а Нина Сарафанова играет роль невесты. И вот это вот лицедейство, игровая такая театральная эстетика, она как бы дает некую такую текучесть, неопределенность, но тем серьезнее обостряется проблема выбора, который стоит перед героем. Ну вот здесь перед вами выражение двух критиков о Бусыгине, о характере Бусыгина. Действительно, Бусыгин падает в семью Сарафанова, когда она рушится, разваливается. И поэтому Сарафанов и его дети, Васенька, Нина, они вдруг почувствовали, что у них появился старший брат. И вот эта ложь между детьми Сарафанова и им самим, он лжет детям, что играет в оркестре, на самом деле его оттуда уволили, и он играет на свадьбах и похоронах. Все дети знают об этом, но ложь это такая, ну, как бы благая ложь внутри семьи существует. И участником вот этого обмана становится Бусыгин. И вот эта вот маска, роль отвечает вот той внутренней потребности Бусыгина, что он кому-то должен быть нужен, быть любимым, быть членом семьи. И действительно он оказывается родственен Сарафанову по духу. И Вампилов ненавязчиво подводит, как пишет другой критик, к мысли о том, что родство людей по духу важнее родственных уз. И главное человеческое достоинство – это вот такое отзывчивое сердце, бескорыстие. Недаром Сарафанов всю жизнь пишет ораторию под названием «Все люди – братья». И, конечно же, Бусыгин под влиянием встречи с Сарафановым преображается, и вот этот вот музыкант, неудачник, блаженный, на самом деле оказывается отечески очень близким и необходимым Бусыгину человеком. Перед вами кадр из фильма 1975 года, великолепный такой двухсерийный
телевизионный фильм, где роль Сарафанова сыграл великолепный актер Евгений Леонов. А образы молодых Бусыгина и Сильвы достались актерам, которые только начинали свою карьеру актерскую и сыграли свои лучшие роли. Караченцев сыграл роль Бусыгина, а Боярский сыграл роль Сильвы. Действительно, это были замечательные пьесы, но лучшей пьесой стала «Утиная охота». Это самая загадочная пьеса, ее называют даже автопортретом, причем автопортретом не только вампиловским, да, но и его поколения, потому что Вампилов признавался как-то, а мы такие вот, говоря о Зилове, герое «Утиной охоты». Зилов – это я, понимаете? Зарубежные писатели пишут о потерянном поколении. А разве у нас не произошло потери? Герой «Утиной охоты» действительно представитель вот такого потерянного поколения, потому что он талантлив, он действительно выше всего окружения, всех, кто его, с кем он дружит и ходит в кафе «Незабудка», работает. Вот, например, в кинофильме по пьесе «Утиная охота» Зилова играл известный к тому времени Олег Даль, рано тоже ушедший из жизни. И на фотографии вы видите начало «Утиной охоты», где Зилову друзья послали вот такой вот венок незабвенному Виктору Зилову от друзей. То есть вот как бы признавая, что Зилов, который их оскорбил, унизил, практически мертвец. И вот эта шутка, злая шутка, как анекдот, такой мрачный анекдот, звучит в начале пьесы. О герое «Утиной охоты» очень много написано, потому что это был действительно совершенно новый тип, новый герой. И хотя он получает противоречивые оценки в критике, тем не менее, одни считают его нравственным мертвецом, а циником, лишним человеком. И в то же время перед нами герой, который заслуживает такого сочувственного отношения. Да, типичность героя заключается в том, что это как бы герой, на которого нельзя положиться, плохой муж, плохой сын, и в то же время он очень незаурядный, природно талантливый. У него есть благие душевные порывы, один из которых – это вот мечта об утиной охоте. Ему свойственно обаяние, все женщины его просто любят и признаются ему в любви. Но герою нашему действительно скучно, и он вот в этой как бы бытовой реальности чувствует себя человеком, которому наскучило, которому действительно вот эта деловитость, целесообразность, которая свойственна, скажем, герою Диме, официанту Диме, ему претит, но в то же время он мирится. То есть это какой-то такой, если есть протест, да, такой, но это стихийный протест, потому что герой в сущности представитель с этой общности, и, как говорил один из критиков, в нем есть как бы отражение целого поколения, потерянного поколения, то есть обреченный на как бы прозябание, но при этом очень
с очень большим внутренним потенциалом. В начале пьесы, в ремарке, о нем, например, о нем говорится так. В его походке, жестах, манере говорить много свободы, происходящей от уверенности в своей физической полноценности. В то же время и в походке, и в жестах, и в разговоре у него сквозят некие небрежность и скука, происхождение которой невозможно определить с первого взгляда. Так представлен Зилов читателю и зрителю, но совершенно новаторская композиция пьесы. Действие разворачивается в двух временных планах. В настоящем, когда вот ему приносят этот венок, и в прошлом, о котором он вспоминает. Ну, какое прошлое? Вот он пытается все-таки понять, почему друзья так оскорблены и такую злую шутку с ним играют. И затем идут воспоминания героя. Они идут в таких диалогах, а в сущности это как бы внутренний монолог Зилова, потому что он способен выбрать такие из своей памяти такие эпизоды и ситуации, которые очень честно и очень прямо свидетельствуют о его характере. И эта ретроспекция, когда воспоминания оживают в памяти героя, все это реализуется в сценическом действии. И доминирует вот этот план прошлого, вот прошедших нескольких дней, где Зилов смотрит на себя как бы со стороны. Вот эта способность увидеть себя со стороны позволяет все-таки несколько приподнять героя такого циничного и героя, который, скажем, даже на похороны отца не едет. Изменяет жене Галине, и она вынуждена его оставить. То есть вот как бы постоянная вот эта смена от прошлого к настоящему, когда идут такие ремарки, свет гаснет, круг передвигается, сцена освещается, круг поворачивается, снова зажигается свет и продолжается воспоминание. То есть вот это вот переход от света к тьме, это очень символично. Как бы наш герой во внутреннем своем мире находится на границе между светом и мраком. Ну, то есть как бы в таком пограничном положении. И, собственно говоря, его раздвоенность, как бы состояние нахождения между двумя временами, двумя мирами, это вот интересная находка драматурга. И в воспоминаниях Зилова мы видим, насколько опустошен герой. Он лжет, он плохой работник, он предает, разрушает себя и других. Он лицедействует. Это тоже такая типичная черта вампиловского героя. Но в то же время он ощущает тоску и мечтает о какой-то иной жизни. Дело все в том, что вот название пьесы «Утиная охота» символично, потому что центром пьесы является монолог героя. И он в этом монологе стремится к иной жизни, к чистоте, к красоте. Вот сцена из современного спектакля,
А утиную охоту до сих пор очень охотно ставят наши театры, и не только у нас, но и за рубежом. Когда Галина уходит от него, она захлопывает дверь и закрывает на ключ. И уходит. А в это время подходит к двери Ирина, новая пассия героя, и слышит вот этот вот монолог Зилова. «Не уходи, не уходи, мы с тобой поедем на утиную охоту. Я повезу тебя на тот берег. Мы поднимемся рано, еще до рассвета. Ты увидишь, какой там туман. Мы поплывем, как во сне, неизвестно куда. О, это как в церкви, даже почище, чем в церкви. Знаешь, какая там тишина, тебя там нет, ничего нет, и не было, и не будет». Это мечта героя начать жизнь с чистого листа, начать как бы заново, сначала, перечеркнув все то пошлое, то опустошение, в котором он пребывает. Это очень интересно. А Ирина в это время говорит ему: так ты действительно возьмешь меня на утиную охоту? И Зилов понимает, что он говорил в пустоту, он обращал свой монолог близкому человеку, а слышал этот монолог совсем другой человек. Замечательная совершенно сцена, которая делает честь вот драматическому таланту Вампилова, подчеркивающему вот эту двойственность и героя, и той опустошенной жизни, в которой он пребывает. Заканчивается пьеса тоже двойственно. Дело в том, что за ним приходят друзья, сначала они ему звонят, а потом приходят и видят, что Зилов пытается покончить с собой. Снимает чулок, носок, чтобы одеть, чтобы пальцем нажать на курок длинного ружья. Вот это вот, конечно, сцена, где самоубийство не удается. Но потом он прогоняет этих лжедрузей. Самый главный лжедруг – это официант Дима, который очень такой вот спокойный, равнодушный во время охоты. Он очень хороший стрелок, тогда как Зилов стрелок никудышный. Он прогоняет их, лежит не шевелясь, звонки прекращаются. И плакал он или смеялся, плачет он или смеется, понять невозможно. А потом, когда он встает, его лицо спокойно, и он как бы берет трубку и таким ровным деловым голосом говорит официанту Диме: извини, старик, я погорячился, все прошло, совершенно спокоен, хочу на охоту. Этот финал может прочитываться двояким образом. С одной стороны, герой как бы на перепутье, то ли продолжать жизнь, вот эту, от которой хочется покончить самоубийством, да, или же найти путь вот на ту утиную охоту, о которой герой так мечтает. То есть вот эта драма, она, конечно, очень много имеет комедийных ситуаций, но это, конечно же, драма серьезная, психологическая. И эта драма обогатила русскую драматургию вот рядом новых приемов, которые раскрывают сложность характера человека, который находится в ситуации нравственного выбора. Это ретроспекция, это лицедейство, это театральность, которая как раз обостряет двойственный характер и двойственную жизнь героя.
Следующая пьеса Вампилова – это «Прошлым летом в Чуливском». Следующая и последняя его полноформатная пьеса. Ну, многие считают, что это драма с трагическим финалом, как бы современный вариант современной трагедии. Но, на мой взгляд, эта пьеса действительно очень отражает общественную атмосферу распада, разлада, разобщенности, распада нравственных ценностей, родственных связей. Это действительно атмосфера дисгармонии и внутреннего разлада в душах людей, отсутствие в них цельности. Если вы помните, то Василий Макарович Шукшин именно об этом писал, когда создавал своих чудиков. Отсутствие цельности в людях. В этом смысле пьеса Вампилова отвечает этой общей тенденции времени в литературе. Действительно, действие происходит в провинции, в некоем городе Чулимске, который окружен тайгой. Это, вернее, даже не город, это таежный райцентр. И мы видим, как вот в пространстве Чайной, которая, в общем, и становится местом действия, происходят в этом замкнутом пространстве, происходят действительно события, которые как раз говорят об этом, о разладе, дисгармонии. Скажем, Шаманов ушел от жены. Шаманов – это вот как раз тип героя вампиловского. Пашка, сын официантки, он как бы не может найти общего языка со своим отцом, который вернулся, хотя его все уже похоронили. И нет семьи у многих героев, одиноко Кашкина и так далее, и так далее. То есть это какое-то такое пространство, где нет вот этого дома как пространство родственных душ. И, собственно, вот в обыденной этой повседневной жизни мы видим, как люди теряют себя, например, как они действительно относятся к окружающей жизни. Так, например, есть там такой символ палисадник, который никто не обходит, все идут напрямик, напролом, и постоянно палисадник необходимо чинить. И чинит этот палисадник Валентина. Вот этот образ очень интересен, потому что Валентина – это как бы такая цельная натура, которая, собственно, и восстанавливает разрушенный палисадник, устанавливает связь между людьми. Ну, например, Шаманов под ее влиянием пробуждается и совершает настоящий поступок. Он следователь, и когда-то он струсил, и теперь собирается ехать в город, чтобы исправить то, что он когда-то не сделал. И вот это влияние Валентины очень интересно. Например, показательный ее диалог с Шамановым. Валентина говорит ему: «Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый». Шаманов усмехнулся: «Да, а мне кажется, что ты чинишь палисадник для того, чтобы его ломали». Валентина уже говорит не весело, а серьезно: «Я чиню его, чтобы он был целый».
Вот эта цельность, которая восстанавливается благодаря Валентине, создает такой оптимистический эффект, хотя Валентина как раз-то и переживает крах иллюзий, отчаяния, она оскорблена Пашкой, но тем не менее снова и снова выходит чинить палисадник. Ее стойкость, ее мужество, терпение, конечно же, не пройдет даром для других. И если заканчивать разговор о драматургии Вампилова, следует сказать, что все пьесы театра Вампилова, они, конечно же, очень острые и актуальны для времени 70-х годов. Но почему же до сих пор эти пьесы ставят на сцене? Они живут своей жизнью, и уже другие поколения читают, смотрят спектакли. А это значит, Вампилов и сегодня современный драматург. Кроме того, он повлиял своими пьесами на развитие последующей драматургии. Об этом речь пойдет позже, потому что в 90-е годы возникнет драматургия поствампиловская, такое название дадут этому направлению исследователи. Ну, а теперь я хотела перейти к творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель своих собственных песен. Умер он в 80-м году, летом, когда шла вот эта Олимпиада. И похороны Высоцкого были знаковыми для того времени, потому что его уход был трагедией для целого поколения, которое слушала его песни и считала его своим поэтом, своим певцом. И после смерти ему присудили государственную премию Советского Союза, где записано создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение песен. Владимир Высоцкий был актером Московского театра на Таганке, театра, который действительно гремел в то время, в 70-е годы. Многие спектакли запрещались, идеологически они были крамольными, вот. И театр вообще считался таким оппозиционным, полуопальным, но у зрителя спектакли имели действительно неизменный успех. Открылся театр в 1964 году спектаклем по пьесе Брехта «Добрый человек из Сычуани». Он назывался «Добрый человек из Сизуана» и поставил его любимый вместе со своей, как дипломный спектакль со своими выпускниками. И, собственно, первой труппой его театра на Таганке как раз и стали выпускники, студенты, участники этого спектакля. Юрий Любимов много сделал для становления и личности Высоцкого, потому что Высоцкий затем тоже вступил в труппу театра на Таганке и участвовал во многих спектаклях. Спектакли были действительно у Любимова очень новаторские, авангардные. Он ставил поэтические представления, ставил инсценировки прозаических текстов. Великолепный был спектакль знаменитый «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева, а также
по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Большой успех имел и спектакль «Дом на набережной» Юрия Трифонова. Спектакль «Гамлет» занимает особое место и в творчестве Владимира Высоцкого, и в деятельности режиссера Любимова. Надо сказать, что после смерти Владимира Высоцкого Юрий Любимов даже поставит спектакль памяти легендарного артиста и поэта. Но спектакль запрещают, Любимов вынужден был остаться за границей, и из вынужденной миграции он возвращается только после перестройки, и спектакль будет восстановлен. Следует сказать, что поэт Высоцкий реализовал себя в жанре авторской песни. Первое из написанных им произведений – это действительно песни, исполняемые под гитару на свои собственные стихи. В начале 60-х эти песни получили широкую известность благодаря магнитофонным записям, и действительно они были очень широко известны. Отличается поэзия многообразием тем. У него есть песни уличные, лагерные, блатные, военные, сатирические, бытовые, сказочные, спортивные и так далее. И во всех песнях есть вот эта острота смыслового подтекста, которая была направлена к зрителю, слушателю, потому что там была действительно вот эта социально-нравственная позиция автора, которую зритель и слушатель очень остро воспринимал. Дело в том, что в песнях рассказывается о внутреннем выборе людей, которые поставлены в экстремальные обстоятельства, и отсюда прослеживаются экзистенциальные мотивы жизни, смерть, свобода, судьба, противостояние судьбе року. Я считаю, что в этом смысле поэзия Высоцкого, она, конечно, в русле всех этих новаторских и очень талантливых произведениях, о которых мы говорим применительно к этому времени. Вообще авторская песня действительно феномен для литературы, для русской литературы. Действительно, сам автор пишет слова, сочиняет музыку и ее же исполняет. Человек с гитарой. Он действительно вызывал огромный интерес. И прежде всего интерес вызывали слова, стихи, потому что эти стихи, помноженные на музыку, имели огромное воздействие на людей. Хотя, конечно же, к тому времени, когда Высоцкий начал сочинять свои первые песни, уже звучали произведения Булата Акуджавы, Юрия Висбора, многих талантливых поэтов-песенников. Авторская песня – это действительно знамение времени, когда с помощью слова и музыки человек с гитарой говорил о чем-то сокровенном, интимном, исповедальном. Например, один из манифестов лирического героя Высоцкого «Охота на волков». Это лирика ролевая, лицедейская, где речь ведет персонаж далекий, дистанцируемый от автора. Здесь, в частности, волк. Надо сказать, что монологи эти от лица героев, иногда даже не просто людей, а даже неодушевленных предметов, а тут от лица еще зверя. Это и есть ролевая лирика. Здесь в этом монологе меня обложили, поет и говорит о себе волк. Волк, который
находится в состоянии смертельной опасности. И вот эта игра с волками, она игра трагическая. И от лица волка как бы произносится обращение например, к вожаку. Почему вожак? Дай ответ. Мы затравленно мчимся на выстрел, не пробуем через запрет. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Но утверждается свобода волка, который на запрет отвечает вот этим бунтом и выходит на эти флажки и остались ни с чем егеря, торжество волка, свободно выбирающего жизнь. Да, это дистанция как бы автора от персонажа, но есть вот эта радость театрального перевоплощения в волка, возможность для автора говорить от лица другой личности. Есть и ролевые стихи, где героем выступает негативный персонаж. Например, стихотворение, одно из последних стихотворений поэта «Меня опять ударило в озноб». Там герой сознается в том, что внутри него сидит хам, жлоб, люмпен, и сидит внутри его собственного «я». Мне тесно с ним, мне с ним невмоготу. Странно было бы, если бы мы не услышали сегодня голос Высоцкого. Я бы хотела сейчас остановиться на песне «Моя цыганская», 1968 год, и мы послушаем ее и затем проанализируем. Она написана на мотив «Эх, раз, еще раз» цыганского романса. Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Или куришь натощак, или пьешь с похмелья, да еще раз, да еще много-много-много раз, да еще много-много раз. Кабака, зеленый штол. Песенный мотив «Их раз, еще раз» нарисован мир, в котором ничего не свято, все перевернуто. Кабак – рай для нищих и шутов, в церкви смрад и полумрак, дьяки курит ладан. А главное – света тьма, нет Бога. Рефреном звучит мучительная тревога. Нет, ребята, все не так, ребята. Действительно, лирический герой хриплым голосом утверждает вот эту свою уверенность в том, что такое состояние мира ведет к катастрофе. Вдоль дороги лес густой с бабами-ягами, а в конце дороги той плаха с топорами. Горькое, отчаянное состояние героя соединяется с раздольной мелодией цыганского романса. Он ощущает свободу в мире, где все сдвинулось с места, все потеряло цену. Герой дорожит свободой в пространстве нарастающего хаоса. Еще одна песня «Кони привередливые». Давайте тоже немножко послушаем эту песню.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Ты тугую не слушайте, плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Кони привередливая, своеобразная эмблема поэзии Высоцкого. В песне выведен певец, мчащийся в санях вдоль обрыва, понад пропастью, по самому краю, который подгоняет плетью коней и в то же время умоляет их чуть помедленнее и вопрошает: хоть немного еще постою на краю, и точно знает, и дожить не успеть, мне допеть не успеть. Вот такая вот мысль, выраженная героем романтическим, когда жизнь действительно предельна по своему напряжению, когда мгновение переживается трагическое, гибельное. И, собственно, восторг, может быть, в этой мрачной, трагической песне, восторг гибельный, потому что герой не желает медленной жизни и выбирает мучительную жизнь, мучительно верную смерть. Вообще, если это действительно эмблема поэзии Высоцкого, можно сказать, что она предельное выражение свободы лирического героя и автора в экстремальной ситуации жизни на краю. Усиливаются в 70-е годы исповедальные интонации, продолжается обращение к ролевой лирике. Автор перевоплощается по-прежнему в разных героев: бродяг, альпинистов, разбойников, спортсменов, солдат штрафбата, даже в недушевленные предметы, как в 60-е годы известная песня «Я як-истребитель». Помните эту песню, где як-истребитель тоже стремится к свободе, а ему мешает летчик. И тогда як-истребитель рад и счастлив, когда летчик умирает, и он свободен. Может даже быть героем и корабль, например, баллада о брошенном корабле, или микрофон, в стихотворении «Песня микрофона». Вообще вот во всех этих ролевых стихотворениях и песнях мы видим необычайную театральность поэзии Высоцкого.
В песне о корабле, о брошенном корабле, ведется от лица корабля, которого оставила команда. А в песне «Микрофона» микрофон и есть герой-рассказчик, который оглох от ударов ладони. Разрабатывает Высоцкий и военную тему, но вот рассказ о войне уже идет в 70-е годы через призму гамлетовского опыта автора. Гамлетовский опыт – это участие, это роль Гамлета в театре на Таганке в спектакле по Шекспиру. И эта гамлетовская тема оказалась влияние и на Высоцкого поэта. В 1972 году, после премьеры спектакля, Высоцкий написал стихотворение «Мой Гамлет». И там он рассказывает одновременно и о себе, об авторе, и о своем сценическом герое. Вот фотография справа – это исполнение роли Гамлета. Давайте посмотрим на финал стихотворения «Мой Гамлет». «Непрочный сплав меня спаяли дни, едва застыв, он начал расползаться. Я пролил кровь, как все, и как они, я не сумел от мести отказаться. И мой подъем пред смертью есть провал. Офелия, я тления не приемлю, но я себя убийством уравнял с тем, с кем я лег в одну и ту же землю». Горечь героя в том, что он как бы на одной планке находится со своими врагами, и это горечь от того, что он принял правила игры. «Я Гамлет, я насилие презирал, я наплевал на датскую корону, но в их глазах за трон я глотку рвал и убивал соперника по трону. А гениальный всплеск похож на бред, в рождении смерть проклятывает косо. А мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса». Стихотворение действительно автобиографично. В нем отразился мотив саморазрушения автора и героя, потому что смерть – это провал, это плата за волю к свободе, к цельности, за волю к цельному пребыванию в мире, который утратила цельность. В мире, где нет границ между добром и злом, правдой и ложью, где так множество чужих правд, и надо выбирать, делать выбор. Сочетание максимализма цельного героя, открытость и, с другой стороны, открытости для чужого слова, для чужих правд – это оксюморон, это соединение несоединимого, которое отражает вот это время, которое породило поэзию Высоцкого, время разлада, хаоса, как социального, так и экзистенциального. Вот вам цельность еще одного героя. В спектакле «Пугачев» в театре на Таганке Высоцкий исполнял роль Хлопуши. Хлопуша – это человек, который рвется, чтобы ему каторжник но он узнал о новом народном царе и рвется к нему, рвется, чтобы ему увидеть этого человека. Это монолог Хлопуши из пьесы трагедии Сергея Есенина. Актер исполнял эту роль на разрыв аорты, что говорится. «Проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека». Вот это социальная как бы акцентированность чувства Хлопуши подчеркивается героем и режиссером в этом замечательном спектакле. Цепи, которые преграждают дорогу, они последовательно преодолеваются только для того, чтобы исполнилась эта мечта увидеть этого народного царя наконец-то.
это роль, тоже роль социальная, роль, в котором актер исполняет просто социальный заказ времени, найти эту цельность, эту действительно цельность потерянную, утраченную. Так хочется. Проведите меня к нему, проведите. Как поэт, действительно, Высоцкий очень ценил вот эту свой актерский статус, свою актерскую составляющую. И в конце творчества своего мы видим это замечательное лицедейство, эту ролевую игру не на жизнь, а на смерть. В заключение лекции следует сказать о том, что оба художника, о которых сегодня шла речь, действительно отразили главные проблемы века, и мы можем их считать сыновьями своего века. Они ставили перед современниками такие вопросы, которые не давали простого, ясного решения, ответа. И вопросы ставились каверзные, и не находились нужные ответы. Не давая определенных ответов на эти вопросы, художники ставили множество возможных ответов, как люди театра. Они искали выход из хаоса, как писатели, художники, из хаоса социального, экзистенциального, из этого страшного разлада, в котором оказались они и их современники. И тогда бытовая тема, лексика бытовая выводили к бытийным проблемам, к философскому диспуту о самых важных категориях бытия, о добре и зле, о свободе, о долге, святости. Спасибо за внимание.